Сегодня мы отмечаем 180-летие великого казахского поэта, мыслителя и просветителя Абая Кунанбаева. В его честь названы населенные пункты, школы, улицы. Я приглашаю вас на небольшую экскурсию по улице Абая города Кокшетау. Кокшетауский университет имени Шокана Валиханова, расположенный на улице Абая, является одним из тех образовательных учреждений, которые продолжают традиции просвещения и самосовершенствования, вдохновленных наследием великого Абая. Организован университет 23 мая 1996 года на базе Кокшетауского педагогического института имени Шокана Валиханова. В 2002 году решением Кокшетауского гормаслихата сквер по улице Абая в районе учебных корпусов КГУ имени Шокана Валиханова был назван именем Толикина Досмагамбетова, уроженца Кокшетауской земли, скульптора, заслуженного деятеля искусств Казахстана, лауреата Государственной премии. В 2011 году, 6 декабря, в сквере состоялось торжественное открытие бюста скульптора, на котором присутствовали его родные и близкие. Продолжим экскурсию гостиниц Кокшетау. С 1951 года и до середины 80-х годов на этом месте стояло другое двухэтажное здание гостиницы «Восток». Современная же гостиница Кокшетау построена была в 1987 году трестом Кокчетавтранстрой. Камень с датой основания города Кокшетау. В 1990 году возле гостиницы Кокшетау была установлена доставленная из карьера Васильковского ГОКа одна из половин Большого камня. Главпочтамт Кокшетау появился в 1977 году. Современное четырехэтажное здание очень хорошо вписывается в общую застройку центра города, а также украшает его площадь. 5 ноября 1999 года состоялось торжественное открытие нового памятника монументального искусства в городе Кокшетау – скульптура Аблайхана, восседающего на троне. Здание акимата Акмолинской области – это не просто административный центр, но и символ современного развития региона. Здесь принимаются важные решения, которые влияют на жизнь жителей области. В 1979 году в Кокшетау произошло очень важное событие в области культуры и образования. Открылась детская художественная школа. Инициатором и организатором школы был первый директор Михаил Токаренко. Акмолинская областная универсальная научная библиотека имени Мағжана Жұмабаева является самым крупным книгохранилищем в Акмолинской области. Стадион футбольного клуба «Окжетпес» был построен Кокшетауским заводом приборостроения в 1955 году. На этом наша небольшая экскурсия завершена. Спасибо, что присоединились к нам в этом путешествии.